На последней сессии группа депутатов от «Единой России» внесли законопроект о выборах, на предстоящих выборах, которые осенью предстоят, выборы в Алтуман и муниципальные выборы. Да? Пытались внести изменения. В чем суть этих изменений? Они, во-первых, они хотят ограничить права, пассивные права, да, и активные права избирателей и политических партий в части так называемого республиканского списка. Вот у нас выборы проходят по мажоритарной системе, то есть у нас приходит избиратель на этот избирательный участок, и ему дают, он получает два бюллетеня. Да. Один, значит, бюллетень одномандатный округ, один по партийный список. Вот партийный список называется, согласно вот этому закону, это республиканским списком. Там обозначены 3 кандидата, да, то есть это который возглавляет список. Ну, как вот, допустим, на прошедших выборах в Госдуму было, да, Штаров, Егор Афанасьевич, Борисов Михаил Ефимович Николаев, да, и в итоге стал депутатом Госдумы Михаил Ефимович. А наши уважаемые единороссы предлагают, чтобы список, вот пришел человек голосовать, да, было в списке 3 человека, но при этом ограничить, что из этих 3 только пройдет 1 кандидат. То есть, получается, избиратель приходит, голосует за 3 человек, допустим, за коммуниста будет голосовать, да, там Артур Алексеев, там, возможно, будет, Губера будет, да, и Андрей Васильевич Кровошапкин будет, да, то избиратель за всех за них голосует, а в самом деле получится, что по новому законодательству, по проекту, который хотят внести единороссы, будет ограничено 1 человеком. Ну, то есть это уже заложено ограничение прав, и по сути это обман получается, да, если так по-простому получается обман избирателей. Избиратели голосуют за 3 кандидатов, так называемых, да, вот первого списка республиканской части, а по сути пройдет только 1 человек. Мы считаем, что это принципиально неправильно, потому что в этой части, во-первых, ограничиваются политические партии. У нас сегодня, кстати, зарегистрировано в Министерстве юстиции по Республике Саха зарегистрировано 17 уже политических партий, да, и все они собираются, наверное, принимать участие, да, и получается, что уже пытаемся ограничить равноправие этих участия, то есть ограничить и права политических партий, да, определять, кто будет у них. Вот я выставляю 3 кандидатов, и 2 просто, и вдвое идут просто как бы как статисты, да, ну это же ненормально, это не. Вот первый принципиальный момент, да. Второе, этим внесенном законопроекте дается право студентам голосовать по месту учебы. И при этом не оговорено о том, чтобы студент будет голосовать по месту жительства или по месту учебы. То есть тут тоже в законе надо четко указать надо. Раз студенты очень хорошо, учитывая нашу специфику, да, студентам давать по месту право голосовать по месту учебы. Но при этом тогда в законе надо четко и ясно указать, что в этом случае студенты тогда лишаются по месту права фактического проживания, да, прописки. Лишается права голосовать, потому что начнутся, ну, мы сами знаем, начнутся махинации, да. Третье, да, в законопроекте предлагается совместить избирательные округа и региональные списки, так называемые региональные списки. То есть мы говорим, что у нас есть список, республиканский список, есть региональный список. И в данном случае подразумевается списки, которые будут формироваться вот в Улусах или по городу Якутску, ну, в этом, да. Вот предлагается совместить избирательные округа с региональными
группами, региональными группами, да, и они будут совпадать по нарезанным округам и будут совпадать по номерам, да. Это тоже считаем, что в корне неправильно. Почему? Ну, они это объясняют своими благими намерениями, что каждый избирательный участок, ну, допустим, избирательный округ, допустим, там, Колымский, да, должен иметь своего депутата. Но давайте тогда разберемся, Колымо-Дигирский там, не Колымо-Дигирский, это называется сегодня по-новому этот арктический участок. Там 5 улусов в этом округе. В любом случае, из этих 5 улусов там же будет избран только один депутат. Один депутат по списку, да, он будет представлять все эти 5 улусов. Или возьмем город Якутск. 9 округов. 9 округов. И как это, что мы, получается, по городу Якутску каждая партия будет формировать региональный список, да, то есть группу, вот эту региональную группу, будут формировать 9 групп, что ли, ну, тоже получается как бы несуразица, да, поэтому здесь тоже мы предлагаем, чтобы партии сами определяли эти региональные группы, исходя из целесообразности, исходя из... Не надо вот благими намерениями, да, запутывать избирателей, потому что мы хотим с каждого улуса были депутаты. Есть одномандатные депутаты, которые будут представлять вот эти вот, опять-таки, избирательные округа, но я бы понимал, если, допустим, пытались бы единороссы, да, делать депутатов с каждого улуса, так тогда давайте нарежем тогда, внесем изменения, и округа нарежем по всем этим улусам, тогда будет понятно и ясно, да. Ну и последнее, это по числу региональных списков. Они пишут не более 5, да, то есть в списках должно быть. И при этом в старом законе у нас общий список от 20 до 50, они увеличивают до 178. Очень просто. Умножаем все 35 участков на 5, и сегодня получаем 178, да. Вот они подразумевают это. Но тут кроется что? Просто закон тут надо четко определять. Просто в этом случае появляется, скажем так, появляется манипулирование. Не понравится, допустим, какая-то партия, допустим, гражданская платформа, да? Ну, не выставил 5 кандидатов по каждому округу, они возьмет ЦИК и снимет, а пока судишься там и так далее, да, это уйдет. Но видите, вот в чем заключается вот изюминка, ну, дьявол, да, кроется в этих деталях. Деталь кроется в том, что там написано не более 5, но не указано нижний предел. Значит, надо оговорить нижний предел или 0, или 1, или 5. Или 178, ну, начинается от 20, да, так было бы логично. Поэтому мы предлагаем оставить по общему списку, оставить от 20 до 50, а не более 5 вообще убрать. То есть пусть сами партии пусть определяют. И тогда опять-таки лукавят, когда говорят, вот мы хотим, чтобы избиратель знал своего депутата, который по партийному списку будет избран. Ну, делайте так, чтобы избирательные объединения выдвигали местных кандидатов, да, которые знают. Это в руках партии, сделайте. А говорить о том, что там будет 5 кандидатов, ну, естественно, этот 5 кандидатов же не пройдут же по Татинско-Тампонскому округу. Дай бог, один кандидат пройдет, да, если партии дадут много этого. Это же лукавство получается. И они просто выставят туда, скажем так, первого выставят, решит, с Якутска выставят, а всех 4 выставят, ну, так называемых ламы, да, сегодня этот лидеры общественного мнения, выставят там Хандыги, Сатыкели там, или этого, да. Понятно же, что по этому определенному округу все эти 5 кандидатов в список не попадут. Ну, просто получается лукавство. Поэтому мы, группа депутатов согласия,
внесли свои предложения, да, по всем этим перечисленным моим пунктам, да, внесли свои предложения, чтобы в любом случае есть ущемление прав избирателей, есть ущемление прав политических партий. Сегодня уже и сам президент Российской Федерации сказал о том, что регионам необходимо обеспечить равные условия для всех политических партий, сегодня зарегистрированных федеральных политических партий. Да, поэтому наши вот на предстоящей сессии 15 марта, да, добиться, чтобы наши замечания были учтены, чтобы не было такой спешки, да, как они пытались, вот, опять-таки, единороссы наши уважаемые, как пытались все это быстро, да, тихо, молча все это провести. Но мы вынуждены были на прошлой сессии, вы сами знаете, да, голосовать ногами, то есть вынудили единороссов снять это с повестки дня, и сегодня создана согласительная комиссия, да, сегодня уже и общественность в этом деле более-менее уже это вовлечено, и средства массовой информации знают. Поэтому считаем, что это уже огласка пошла, так тихо-молча не получится. В любом случае, если будет, в любом случае, если будут приняты эти поправки, которые они предлагают, в которых мы видим нарушение федерального законодательства или нарушение прав избирателей и политических партий, мы будем их оспаривать в суде, в судебном порядке. У нас еще время есть. Да? То есть, в общем, будем добиваться, чтобы законность была и равна праве. И не надо, еще раз повторяю, вводить в заблуждение избирателей, да, надо более открыто, более прозрачно обсуждать. И да, политическая борьба, это выборы, это и есть политическая борьба. Но правила надо устанавливать для всех одинаково.